Хакасский краеведческий музей последние выходные будет работать на старом месте, в том самом здании, где был на экскурсиях, пожалуй, каждый житель Абакана. Музейщики готовятся к переезду. Некоторым экспонатам по 85-70 лет. И отдельные из них настолько внушительные, что работники музея собираются разбирать стены. Алиса Калиниченко продолжит. Утро. Краеведческий музей открылся несколько минут назад, а в залах уже многолюдно. Посетители стараются успеть последний раз посмотреть и сфотографироваться на фоне привычных и любимых экспозиций. Через пару дней зал живой природы, витрины недра Хакасии демонтируют и перевезут в здание нового музея. Ходила сюда. Так-то. А сейчас надо попрощаться надо. Впервые привели меня сюда родители в этот музей. И вот прошло 35 лет, и вот заходишь, сердце щемит как-то, аж мурашки, что ничего не изменилось, все экспозиции, такие же композиции. Все так же, все здорово, молодцы, сохранили. Прям вот аж радостно, что у нас вот еще есть такие места, где можно побывать в детстве, так сказать. Особо дорог и посетителям, и сотрудникам зал природы. Некоторые чучела – ровесники музея, а Хакасскому краеведческому – 85. Эти животные уже больше, чем просто экспонаты. Практически у каждого своя уникальная история. Например, волк в музей попал в конце 40-х. Тогда после войны их популяция значительно выросла и отстрел поощрялся. Жительница Усть-Абакана приехала к нам как-то, лет, может, 10 назад, и рассказала нам эту историю, что она с семьей приезжают сюда и показывают волка, потому что этого волка добыл их отец. И вот она говорит, мы постоянно, я своих внуков привозила, теперь уже правнуки появились, и я, говорит, им все показываю и рассказываю про деда, про этого волка. Чучелу волка скоро исполнится 70 лет. К старожилам можно отнести лисицу, степного орла и других животных. Некоторые экспонаты, несмотря на солидный возраст, сохранились прекрасно. Что-то придется списать. В процессе демонтажа станет ясно, какие из чучел переедут в новый музей, а с какими нужно расстаться. Небольшую тревогу у специалистов вызывает лось. Сохранность у него идеальная, но вот габариты очень большие. Скорее всего, старое здание музея лось покинет через окно. А в этом году нашему лосю исполнилось 40 лет. 40 лет назад вот его здесь воздвигли, прямо в этом зале. Сегодня проблема у нас, как его вынести теперь, потому что ни в одну дверь он не входит. Будем как-то выносить тоже со своими сложностями. Но это великолепный экспонат. До сих пор он очень хорошо выглядит, смотрится. Краеведческий музей на Пушкина будет открыт до конца этой недели. Посещение в эти дни бесплатное. С понедельника экспонаты начнут перевозить в здание музейно-культурного центра. Чтобы собрать экспозицию на новом месте, потребуется много сил, времени и денежных вливаний. Алиса Калиниченко, Владимир Филипповский, Вести, Хакасия.